Дорогие гости, участники и зрители, я Софья Унру, и мы начинаем прямую трансляцию медиа-моста «Женский голос Арктики». Программа насыщенная, и в заключении готовится главное событие. Это объявление победительниц конкурса и торжественная церемония награждения. Но не будем забегать вперед. Межнациональный проект «Женский голос Арктики» посвящен представительницам северных этносов России и направлен на изучение, популяризацию успешных социальных практик современных молодых девушек и женщин из северных регионов страны. В рамках нашего проекта якутки, долганки, эвенки, нганасанки, ненки, эвенкийки, чукчанки и другие участницы получили возможность от первого лица рассказать о своем уникальном жизненном опыте и мировоззрении, соединяющем традиции и современность. Но главное в нашей истории – это то, что все участницы смогли поделиться секретами своего успеха и навыками, которые помогают верить в себя, реализовать свой потенциал, стать вдохновляющим примером современной женщины, живущей в Арктике. Сейчас мы покажем вам видеоролик, смонтированный по материалам кастингов наших участниц, полуфиналисток. Добрый день, меня зовут Сардана. Полина Слепцова. Надежда Варламова. По национальности Саха. По национальности Ненка. Замужем, имеем 4 детей. Работаю куратором выставочных проектов. Модельером, дизайнером и швеей. Как наша тема называется, да, «Женский голос Арктики». Это мой голос, родная земля, да, родные мотивы, горы, сопки, тайга. То есть это все нашло отражение в развитии моего голоса. Если человек выживает в таких суровых северных условиях, он может выжить везде. Я знаю, что я могу обратно вернуться и также, например, вести тот же образ жизни. Это на самом деле, говорю, там живут люди, сильные духом. Северяне, да, именно женщины, они суровые, думают многие люди из России, которые живут в городах России. А на самом деле не так. Все северные женщины, скажем, суровые наполовину, а наполовину они как якутский цветок сардана. Я родилась в тундре и жила в интернате. У нас как обычно, когда ребенок рождается, он живет какое-то время с родителями. Если родители ведут кочевой образ жизни, они отдают своего ребенка в школу-интернат. Наша национальность считается вымирающей, что очень печально. Вот. И все у нас переходит как на какой-то современный лад. Очень хочу, чтобы якутский род не убывал, а наоборот процветал. В будущем есть намерение и закончить аспирантуру, да, чтобы дальше в дальнейшем продолжать работу в Институте народов Севера, преподавать чукотский язык. Моя мама всегда мне говорит: никогда не забывай свои корни и традиции. Что ребенок в детстве приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Эвенк есть, эвенки бегин. В конкурсе «Женский голос Арктики» приняло участие свыше 100 человек из 8 регионов Российской Федерации. Это Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха-Якутия и, конечно, Санкт-Петербург. Мы получили отклики и поддержку из самых дальних уголков страны. А теперь самое главное.
В основе медиапроекта съемки документальной ленты «Женский голос Арктики», которые пройдут на территории Республики Саха-Якутия и в Санкт-Петербурге в 2022 году. 3 победительницы, чьи имена мы скоро узнаем, станут главными героинями фильма Милы Кудряшовой, директора киностудии «Увидеть море», продюсера и режиссера проекта. Да, передаю ей слово. Спасибо большое. От тебя добавлю, что наш проект стал замечательной площадкой, где мы услышали голос от первого лица. Боль, радость, традиции, сохранение. Но самое главное, что мы хотели заметить, что девушки, которые выступали в нашем проекте, выступали не только, чтобы заявить о себе, но и сделать нашу жизнь чуточку лучше. Результаты мы узнаем позже. Передаю микрофон. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Дора Балданова, организатор и исполнительный директор Фонда развития культуры Якутии. Хотелось бы вначале поблагодарить наших партнеров, якутских партнеров проекта «Женский голос Арктики», которые нам предоставили этот зал в историческом музее «Моя история». На якутской площадке сегодня собрались наши участницы, члены жюри и команда, которая непосредственно работала в этом проекте. Позвольте сейчас предоставить слово нашим жюри и познакомить. Альбина Дегтярева, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии «Душа России», виртуоз-хомусист мира, основатель и руководитель этногруппы «Аярхан». Мария Корнилова, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры Республики Саха-Якутия, координатор проектов при поддержке Фонда президентских грантов «Мицыха не боится самолетов», «Динозавры вечной мерзлоты 2020». А также наши финалистки Нарияна Ренанта, хомусист, импровизатор, отличник культуры Республики Саха-Якутии, артист, инструменталистом этногруппы «Аярхан». Варламова Надежда, преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа имени Марка Жиркова. Петрова Констанция, учитель эвенкийского языка в школе номер 38 города Якутска. Жиркова Туяра, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея и центра хомусов мира. И также у нас сегодня через Zoom одна участница Матвеева Александра Мичия, художественный руководитель Центра культуры Солгачинского наследия Амгинского улуса. Также организаторы нашего проекта Любовь Помогаева, координатор конкурса «Женский голос Арктики», заведующая музейно-образовательным отделом Музея музыки и фольклора народов Якутии. Туяра Макарова, координатор конкурса «Женский голос Арктики», методист по музейно-образовательной деятельности Музея музыки и фольклора народов Якутии. Иван Яковлев, оператор Музея музыки и фольклора народов Якутии. В качестве кинооператора участвовал в проектах «Мицыха не боится самолетов», «Динозавры вечной мерзлоты». И также у нас присутствуют наши гости. Участники проекта. Ева Кузьменко, актриса театра и кино, хореограф, постановщик народного ансамбля «Гулун», отличник культуры Республики Саха-Якутия. Валентина Романова-Ческырой, солистка Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. И наш партнер Ольга Неустроева, партнер конкурса, руководитель бренда одежды «Хатой», которые любезно предоставили призы для победительниц. А теперь я хотела бы предоставить слово Альбине Дегтяревой о том, как она у нас принимала участие в качестве жюри и ее впечатления о конкурсе в целом. Доброго времени, дорогие участницы конкурса «Женский голос Арктики».
Лично мне было очень интересно просматривать выступления участниц и их рассказ каждой о своей жизни, о своей истории. И, конечно, в этом суровом крае, в суровом холодном крае вы, женщины Севера, женщины Арктики, своим горячим дыханием, своей любовью согреваете эту суровую землю. И благодаря вашему трудолюбию, вашей целеустремленности и вашей любви может оттаять вечный холод этой суровой земли. И только благодаря вашей любви может продолжаться жизнь на этой земле с суровым дыханием. И мне было очень интересно слушать и видеть каждую из вас, и то, как вы каждая вносит свою лепту, своей душевностью, своим трудом, и то, как вы воспитываете своих детей, и какую боль вы испытываете, когда думаете о судьбе своего народа. И для меня очень трогательно было смотреть, с какой любовью каждая из вас несет свою миссию. И желаю, чтобы даже если вы не оказались в числе финалисток, это не означает, что вы потерпели какое-то поражение. Я думаю, что ваша главная цель действительно это продолжение жизни, продолжение творчества. И думаю, что своим участием на этом конкурсе каждая из вас достойно заявила о себе и достойно представила свою родную землю. И мы видим, насколько самобытно, не похожи друг на друга, может быть традиционный уклад жизни, традиционная культура разных народов, живущих на севере. Желаю вам всем счастья, любви, терпения, благополучия, достатка, и чтобы все ваши мечты исполнялись. Альбина у нас сама носительница, воспитывает много молодежи, хамусу и всему то, что мы хотели показать в нашем проекте. Да? Спасибо большое. В нашем проекте приняли участие более 100 участниц из всех уголков нашей республики. Также отметили самые северные районы нашего региона: Анабарский, Эвено-Бутантайский, Жиганский округ. И самое большое количество участниц у нас приняли из города Якутска. Это 32 заявки. Чуть меньше 10 заявок мы получали от представительниц северных этносов, якутянок, которые живут в Санкт-Петербурге. Все они обладательницы творческих способностей, целеустремленные, активные и деятельные женщины. Хотелось бы также отметить, что работать над якутской частью проекта не была бы возможна без поддержки Российского фонда культуры и Министерства культуры Российской Федерации. Софья, вам передаем дальше микрофон. Я со своей стороны хотела бы передать слово Евгению Кулькову, представителю Президентского фонда культурных инициатив, с которым наше сотрудничество продолжится до конца следующего года. Добрый день, уважаемые участники, авторы, гости этого замечательного медиапроекта. Для меня большая честь приветствовать вас от лица Президентского фонда культурных инициатив.
Но всем известно, что в России уделяется достаточно большое внимание поддержке гражданских инициатив, в том числе идей в творческой и социальных сферах. Налажены также эффективные механизмы поддержки, в том числе через гранты. Наш фонд, созданный в этом году для всесторонней поддержки творческой сферы, поддерживает проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий и обращает внимание на общественную значимость проектов, как, собственно, и медиапроект «Женский голос Арктики». Немножко цифр буквально для информации. Президентский фонд культурных инициатив выделил в этом году 3,5 миллиарда рублей, а в следующем году на поддержку нашей культуры будет выделено уже 8 миллиардов. И, собственно говоря, сейчас идет конкурс, первый конкурс 2022 года, и до 20 января можно подать свои заявки и принять участие уже в распределении будущих средств, которые будут распределены в марте. Итоги будут определены в марте следующего года. Очень важно, и это приятно вдвойне, что ваш медиапроект посвящен женщинам. И тоже хочется отметить, что из почти 1500 победителей первого конкурса 2021 года у нас более 1000 проектов возглавляли именно женщины. От всей души поздравляю вас с тем, что вы дошли до финальной точки. Поздравляю победителей, поздравляю участников. Авторам желаю успехов в дальнейшем. Надеюсь, что у вас будут и новые проекты, которые вы обязательно предлагаете нам на нашу поддержку. Мы обязательно вас поддержим. Спасибо большое. Удачи. Спасибо, Евгений. Наш медиамост «Женский голос Арктики» объединяет две площадки. Это историческая площадка музея «Моя история» в Якутске и мраморный зал этнографического музея в Санкт-Петербурге. Мы выражаем благодарность Юлии Аркадьевне Купиной, директору Российского этнографического музея. И я передаю слово члену международного жюри Ольге Подшувейт, сотруднику музея, ответственному за арктические темы музея, за развитие арктических проектов в Российском этнографическом музее. Спасибо огромное. Здравствуйте, дорогие друзья. Для нас большая честь принимать этот замечательный проект «Женский голос Арктики» на площадке Российского этнографического музея. Наверное, площадка выбрана не случайно, и музею в следующем году уже исполняется 120 лет. 10 января принято считать днем рождения музея. Мы находимся с вами в одном из немногих зданий, которое было построено специально для музея. Сначала это был этнографический отдел Русского музея. Прекрасный мраморный зал оформлен мрамором, который добывался на севере России, в Волонецкой губернии. И прекрасный горельеф, который вы видите, да, по залу, как раз-таки рассказывает о этнографической картине нашей необъятной страны. Поэтому этот праздник, этот проект подведения итогов «Телемост» с Якутией для нас является, конечно же, замечательным событием. И как никто, кроме женщины, может лучше и с большей душой и трепетом передать прекрасные традиции народов нашей страны, да, и особенно народов, которые проживают в таких суровых, но и не менее прекрасных природных условиях Крайнего Севера и Арктики. Я желаю огромной удачи всем участницам. Они все прекрасны, по-своему великолепны. И дай Бог, чтобы проект жил, развивался, чтобы количество участниц становилось все больше и больше, и это прекрасное северное сияние культуры, традиций, этнографии украшало небосводы над нашей замечательной страной. Спасибо большое, Ольга.
Я хочу отметить, что конкурс проходил в очень сжатые сроки, условия были непростыми. Необходимо было подготовить рассказ о себе в виде видеоэссе, трехминутный ролик «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?». Среди основных сюжетов, которые показали наши участницы, это уникальность моего народа, мифы моего народа, традиции, обычаи, воспитание, ведение хозяйства. И 30 лучших конкурсных заявок видеоэссе опубликованы на мультимедийной площадке проекта. Ключевым моментом для многих стало и то, что своим примером можно изменить жизнь остальных к лучшему и показать путь, по которому можно пойти. Поделиться своими впечатлениями я приглашаю председателя жюри конкурса Андрею Головневу, директору Кунсткамеры, члену-корреспонденту Российской академии наук, доктору исторических наук, профессору, президенту Российского фестиваля антропологических фильмов. Добрый день, Санкт-Петербург, добрый вечер, Саха-Якутия. Мы мост по всей Арктике, по всему северу. И очень приятно осознавать, что мне выпала эта доля, очень легкая, очень приятная. Не судить, разумеется, а ценить достоинство юных, прекрасных представительниц народов Севера, голоса, образы. Мне кажется, что именно в Арктике, именно на севере очень ярко проявляется индивидуальность людей. И нигде, как в сложных условиях, нет такой радости, счастья, не выживания, а именно счастливой жизни, которую во многом и рожает, и обеспечивает женщина. Поэтому красота рождения, красота создания мира, который когда-то бабушки обшивали своими руками, строили в виде жилищ переносных своими руками. А сегодня женщина творит новую культуру. Пожалуйста, умение сочетать традицию и инновацию – это одно из качеств, которое свойственно всем сегодняшним участницам сегодняшнего смотра. Все они очаровательны, и я бы не как член жюри, не как председатель жюри, а именно как поклонник северного характера и северной женственности, которая состоит в особом утонченном ощущении власти над миром, потому что именно женщина является хранительницей, если угодно, спасительницей, вдохновительницей всего, что происходит на севере. И вместе с тем этничности, кто как не женщина, хранительница этой самой этничности. Поэтому для меня этот конкурс одновременно и интересен и по-человечески, и по профессии. Я думаю, что у него безусловное будущее, и что дальше, да и сегодня он ярок, а в будущем еще более. Поздравления предварительные всем участницам. Спасибо, Андрей Владимирович. Я передаю слово члену жюри Юрию Кравцову, главе постоянного представительства Республики Саха в Санкт-Петербурге. Уважаемые организаторы, дорогие участницы конкурса, мне, как члену жюри, выпала непростая задача. Вот для себя я услышал голос Арктики. Для себя я создал такую картину единого хора, и убрать какой-то голос из этого хора было очень сложно, но все-таки нужно было сделать выбор, определить того солиста, ту солистку, которая действительно зазвучит на всю Арктику. Но я уверен, что все участницы, благодаря киностудии, войдут в фильм, и это будет оставлено в истории арктического региона. Все эти прекрасные голоса будут доступны публике
Спасибо вам большое. Республика Саха-Якутия активно участвует в этом и постоянно во всех проектах киностудии мы оказываем содействие. Спасибо вам большое за ваше внимание к северу, к Арктике, коренным малочисленным народам. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Из 30 полуфиналисток были отобраны 8, которые сегодня с нами на Медиамосту. В Петербурге их двое. Это Галина Веретнова из Эвенкии и Зоя Тури с Чукотки. Янда Яско прилетела к нам на кастинг из Нового Уренгоя, и сейчас она присоединится к нам по сети. Яско, вы с нами? Расскажите нам о том, как вы принимали участие в кастинге. Про этот проект я вообще узнала чисто случайно. На меня вышла женщина ВКонтакте, сама предложила, чтобы я поучаствовала там. Но она посмотрела мои фотографии и говорит: вы яркая личность, не хотели бы вы принять участие? Ну, думаю, ладно. Быстренько сняли видео. Думаю, ну, попаду, нет, так нет. Там уже люди сами уже оценят меня. Вот. И это было все на ходу, так быстро. И приезд даже мой организован был в течение меньше, чем за день. Я потом приехала. Конечно, это тоже все столько было мыслей в голове. Я даже не знала, как вообще, о чем говорить, что лучше сказать. А потом уже на ходу так более-менее уже сориентировалась и рассказала все вот про свой народ. Спасибо, Яско. И мы хотим передать слово присутствующим здесь участницам нашего проекта. Несколько слов скажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Веретнова Галина. Я представляю эвенкийский этнос из Красноярского края, Эвенкийского района. Мне очень было приятно участвовать в данном конкурсе. Узнала я его от организатора, режиссера Милы Кудряшовой. Думаю, что этот конкурс очень популяризирует культуры наших народов, показывает уникальность, самобытность наших этносов. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Зоя Туре. Я родилась на Чукотке, в Чукотском районе, в село Лорино, из самого отдаленного, с одной стороны, спокойного, а с другой стороны, столицы нашей Родины, где добывают морских исполинов. Я дочь морзверобоя, и поэтому мне было очень важно представить культуру свою на этом необычном, невероятном, прекрасном конкурсе, фестивале «Женский голос Арктики». И я хочу сказать спасибо большое всем моим друзьям, которые меня поддержали, и, конечно же, участницам за то волнение, за то бесконечное переживание, за то, что мы болеем за наши культуры, мы болеем за свое будущее, и мы болеем за то, чтобы сохранить эту культуру и нести ее в массы. Вечен как друзья. Спасибо. Уважаемые девушки, мы, члены жюри, были восхищены вашими талантами, вашими выступлениями. Вы замечательные артистки, и мы бы хотели небольшой номер вживую услышать прямо сейчас здесь. Включила. Да, сейчас. Я так не то чтобы подготовлена, я умею это делать в экстремальных ситуациях, потому что я так в 6 утра проснулась и говорю, надо приготовиться. Но в итоге, видите... Yeah.
Великолепно, Зоя. Стены дрожат, стены этнографического музея. Галина, ваш замечательный голос мы тоже хотим услышать. Да, я бы хотела спеть замечательную венкийскую песню нашей прославленной мелодистки Венкийского района Евгении Алексеевны Курейской. Песня называется «Осиктакан», в переводе с венкийского языка означает «звездочка». Эту песню я хочу посвятить родному краю, всем участницам, организаторам этого конкурса. Осиктакан бигдирен думело и чечене эданунган сивдирен экунди аксачана эданунган сивдирен экунди аксачана иремедичинунан багдамала бегала эяяви бакачан туксан мудянатала эяяви бакачан туксан мудянатала. Спасибо. Спасибо огромное. И Институт народов Севера РГПУ имени Герцена очень гордится тем, что Зоя Тури преподаватель чукотского языка в нашем институте, а Галина Веретнова наша магистрантка. Мы передаем слово Якутску. К нам сейчас присоединился Владислав Валерьевич Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, кандидат культурологии, автор стихов, пьес и книг. Спасибо. Добрый день. Мне очень приятно приветствовать наших организаторов, соорганизаторов, площадку в Санкт-Петербурге, ну и вообще всех, кто участвовал в создании такого замечательного конкурса. Я знаю немножко предысторию конкурса, я знаю, как развивалась концепция, и, конечно, вот то, что мы получили в итоге, оно очень радует. Я сам принимал тоже участие в качестве жюри, ознакомился с работами конкурсанток, поздравляю их всех, кто также вышел в финал, поскольку действительно очень замечательные презентации были представлены, такие, вдохновляющие, и я бы сказал, что вообще благодаря вот этим роликам можно сделать вывод о том, что Арктика наша развивается, что у нее есть будущее, а благодаря женскому голосу у Арктики есть будущее. И все конкурсантки, которые приняли участие, они действительно, каждая по-своему уникальна, очень любят свой родной край, они очень любят свою семью, являются патриотами и пропагандируют свою национальную культуру. Это, конечно, очень ценно и очень, очень вдохновляет. И со своей стороны хочу пожелать всем успешного дальнейшего завершения проекта. И сейчас у нас здесь в Якутске тоже есть участницы конкурса, которым мы хотим предоставить слово. Это, во-первых, Констанция Петрова. Пожалуйста, просим вас выступить с приветствием всем участникам и организаторам. Айдол Болтонол Гиркил, Матал, Минигербев Констанция. Всем привет, добрый вечер, друзья. Я очень волнуюсь, я впервые участвую в таком конкурсе. Всем огромное спасибо за поддержку, я это видела, чувствовала. Особенно спасибо организаторам за такой конкурс. Спасибо девочкам, красавицам, участницам. Для меня большая честь с вами участвовать. Да, как говорили, каждый народ уникален. Такие мероприятия дают нам возможность еще раз подчеркнуть нашу уникальность, да, получается. Благодаря таким мероприятиям мы показываем себя,
Мы должны показывать себя, свой народ, как мы несем ее и пропагандируем. И тем более это женский голос Арктики, да? Женщина в народе, она должна нести свою культуру. От женщин должно все это исходить, да, получается. И я призываю своих сородичей, чтобы они несли свою культуру, передавали с поколения в поколение. Кто, если не мы? И пусть весь мир услышит женский голос Арктики. Разрешите завершить свое выступление стихотворением эвенкийского поэта Летета Николаевича Немтушкина. Гулувурви. Гиркил, элемекаллу, ичедерес би илалим. Гулувурва илалкаллу, давлавурвар давлакаллу, эрекесун бере миеван ми би иладялим. Эрекит мергере, иекунтали икел дженгем. Эрекит икере, иекунтали икел дженгем. Кенядям Гиркил. Спасибо. Спасибо. И сейчас мы просим выступить также с приветствием организаторам и участницам конкурса Надежду Варламову. Добрый день, дорогие жюри, дорогие участницы. Я очень благодарю организаторов нашего конкурса, уже нашего конкурса. И на самом деле это для нас замечательная возможность показать не только свои таланты и умения, но также привлечь внимание к существующим сегодня явлениям, как образование, сохранность языков, о том, какой, пусть небольшой, в моем случае, но свой личный вклад в сохранение культуры, музыкального наследия, культуры народов Арктики, народов Севера. Разрешите пригласить на эту сцену со мной мою поддержку и опору. Это наша студентка фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, Слепцова Дарина, уроженка Момского Улуса. И также женский голос звучит довольно, конечно же, сильно, но, конечно же, его украшает мужской голос. Я представляю вам своего коллегу Артура Семенова, хомусиста-импровизатора, преподавателя фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа. Мы исполним для вас песню на эвенкийском языке Евгении Гурейской «Волшебные кумаланы». Кумала карви биудем гудей мей мелуди демби омоги канду виудем аяври канду виудем эдини гирики белет кеткер кумалар девде гиткенкер улунде ело чоколон нававлакелу чаканду кумала каргудей бемет дуредере уредере гомоги канду viudem juntur dere juntur cibi cakal julil kalu ene me sevir kelu modu geldin geri deltin kumalar kefice
Спасибо большое. Действительно, работники культуры очень украсили наш конкурс и представили очень такие замечательные визитки. Но также у нас принимали участие общественные деятели в конкурсе, работники других социальных сфер. И, конечно, всегда они высказывались не только о том, как хорошо мы живем на Арктике, да, но и о том, что эта жизнь полна тоже трудных условий выживания, есть сложности, в том числе влияние глобализационных процессов. И они тоже переживают за это, и они высказываются об этом, и готовы делиться своим мнением с общественностью и отстаивать свои права. И сейчас вот мы подготовили ролик как раз-таки на тему такой социальной ответственности жителей Арктики и, собственно, участниц конкурса, которые принимали участие. Через «Голос Арктики» рассказать про существующие проблемы и совместно искать пути решения проблем, и вместе уже видеть перспективы развития Арктики в целом. И искренне считаю, что уникальная культура наших народов должна сохраняться и приумножаться. И при этом я четко понимаю, что наша культура очень тесно связана с природой. Наше традиционное хозяйствование, наш быт, обычаи, они напрямую связаны с природными условиями. И в последнее время особенно видно невооруженным глазом, какие происходят изменения у меня на селе, на родине, у мужа, в арктических регионах, районах республики. И я являюсь неравнодушным к данному вопросу. Я считаю, что участие в медиапроекте «Женский голос Арктики» — это отличная возможность познакомиться между собой всем женщинам, имеющим активную жизненную позицию, и обмениваться культурным и профессиональным опытом. Мы все разные, у нас разный характер, разный темперамент, социальные и бытовые условия, но объединяет нас одно. Мы горячо любим нашу холодную землю и постоянно ищем пути саморазвития. Так как эта тема, она очень сильно коррелируется с нашими задачами, целями воспитания нового поколения, создания условий для творческого развития жителей нашего региона. И, конечно же, очень символично то, что данный проект направлен на образ женщины, которая живет и творчески развивается в арктическом регионе, в Якутии. Я по национальности саха и всю жизнь живу в Якутске, родилась здесь. И, конечно же, проделала достаточно большой путь для того, чтобы осознать свою родину, для того, чтобы осознать себя как часть культурного ландшафта нашего края, в котором жить, конечно, бывает сложно, но со временем я стала осознавать, с взрослением, скорее всего, что жизнь в Якутии, она воспитывает человека и создает абсолютно потрясающие условия для развития личности. Мы объединили свои усилия, чтобы рассказать и донести миру о хрупкости баланса, в первую очередь мирового. Ведь Якутия – это самая огромная территория, стоящая на вечной мерзлоте. От Якутии сейчас зависит во многом климатическая сохранность всего мира. И если коренные малочисленные народы продолжат свои традиции, не покинут свои места, то мы с вами можем остановить этот надвигающийся регресс в климатическом плане. Мир уже начинает слышать послание хранителей Севера. Ведь творчество умеет говорить громко, заявлять, убеждать и вовлекать. Так было и будет. И я передаю слово Доре Балдановой, которая уже начинала вести наш телемост, исполнительному директору фонда Республиканского фонда развития культуры Якутии.
Да, вот вначале я все говорила по регламенту, и раз уж мне сейчас дали слово, я хочу от себя, от имени фонда выразить огромную благодарность членам жюри Евгению Кулькову, Ольге Потшвейт, Андрею Головневу, Юрию Кравцову за то, что вы согласились, за то, что вы работали, за то, что вы потратили свое бесценное время и поддержали наш проект. Наш фонд вообще первый раз выиграл проект всероссийского масштаба. Мы до этого участвовали очень много раз, где-то 5 раз. И воссоединившись с Милой Кудряшовой, мы наконец это сделали. И вот этот проект «Женский голос Арктики» наконец-то начал свою деятельность. И самое интересное еще впереди. И мы с нетерпением ждем результатов. Я вообще не могу... Я очень рада, что будет этот фильм про женщин Арктики. И от имени фонда мы предоставим сегодня приз одной из победительниц нашего конкурса. Мы, конечно, приз подбирали чисто из женской стороны, потому что драгоценности любим мы все. Женщина в драгоценностях, она всегда красиво и дорого выглядит. Так что, надеюсь, наш приз Фонда развития культуры Якутии понравится нашей участнице. Спасибо большое вам всем и огромное спасибо нашим участницам за то, что они есть, за то, что они такие прекрасные и за то, что они всегда поддерживают культуру своего народа. Спасибо вам. Спасибо, Дора. И я хочу передать слово еще одному партнеру конкурса, директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Марии Корниловой, которая тоже была с самого начала разработки этого проекта. Добрый день, коллеги! Всех поздравляю с днем, когда вот подводим итоги такого масштабного проекта, как «Женский голос Арктики». И хочется выразить огромную благодарность нашим прекрасным, талантливым участницам медиаконкурса, которые изъявили желание принять участие в данном проекте. Из более 100 участниц отобраны жюри лучшие из лучших. И сегодня узнаем имена победительниц. Наш музей музыки и фольклора народов Якутии выступил организатором данного проекта от начала до конца. И для нашего музея конкурс был интересен тем, что миссией нашего музея является сбор, хранение, изучение, пропаганда традиционной культуры коренных народов Якутии. И благодаря вот данному конкурсу мы для себя узнали и открыли новые имена носителей языка и традиционной культуры, также мастериц, с которыми мы в дальнейшем будем сотрудничать и дружить. Проделана, конечно, огромная работа командой нашего музея, и свою благодарность вот в таком торжественном моменте я бы хотела поблагодарить главным организатором из нашего музея, получается, заведующей музейно-образовательного отдела Помогаевой Любовь Константиновне, потому что она помимо своей обязанности выполняла и днем, и с утра до ночи работала в данном проекте. Также хочется поблагодарить Туяру Тимофеевну Макарову, которая тоже у нас является организатором данного проекта. И отдельная благодарность, конечно, хочется выразить нашему оператору Ивану Афанасьевичу Яковлеву, который занимался вот и съемками, и монтировкой данных видеоматериалов. И еще хочется сказать, что очень отрадно, что площадкой сегодня в Питере выступает Российский этнографический музей, так как наш маленький музей, которым в этом году исполнилось 30 лет, на следующий год к столетию Якутской АСР едет в Российский этнографический музей с выставкой «Мотивы Севера». Так что на следующий год мы встречаемся в Питере, наш музей в Российском этнографическом музее. И от имени нашего музея мы приготовили, конечно же, подарок. Это сертификат на предоставление зала для проведения творческого вечера одной из участниц. Спасибо вам за внимание.
Замечательно, Мария. Действительно, у нас сегодня есть возможность познакомиться со всеми соорганизаторами. Не было до этого такой возможности. Конечно, очень важно отметить всех, кто принял активное участие в том, чтобы конкурс состоялся. И, вы знаете, у нас среди участниц есть тоже одна участница стала, получается, партнером проекта. В ходе работы над проектом это выяснилось, и, собственно, вот мы, видимо, круг участников проекта, он будет, с одной стороны, сужаться, с другой стороны, расширяться по мере его дальнейшего развития. Я хочу с удовольствием предоставить слово Ольге Неустроевой и рассказать, вот каким образом вы помогли сформировать бренд нашего проекта. Добрый вечер, меня зовут Ольга Неустроева. Я тоже была участницей этого проекта, вошла в 30-ку, но в эту 8-ку не вошла, но очень было приятно участвовать в этом проекте. Этот проект, в общем-то, я узнала совершенно случайно, листала Инстаграм и тут наткнулась на страницу FM Arctic и сразу зашла, посмотрела, и мне очень понравилась концепция этого проекта, и сразу я решила участвовать в этом проекте, сразу сняла быстренько ролик и отправила, написала быстро эссе. Ну, в общем, надеялась, что я, может быть, тоже войду в 8-ку, но я не вошла, но я этому не расстроилась, потому что в 8-ку вошли самые лучшие, я думаю, самые такие творческие, и именно что такие девушки с такой огромной позицией, именно что показывающие женский голос Арктики. И, конечно же, мы тоже, я вот очень рада стать частичкой тоже этого проекта, и от моего магазина, у нас есть бренд называется Хотой, наш бренд именно выпускает национальную одежду, якутскую национальную одежду, и мы тоже являемся именно пропагандистами национальной культуры, нашей культуры Саха, Якутии. И вот мы предоставляем одной победительнице тоже подарок свой, сертификат от нашего магазина. Все. Спасибо. И мы передаем слово площадке в Санкт-Петербурге «Мраморный зал» этнографического музея. Пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу сказать тоже как член жюри, что участие приняли в конкурсе женщины из разных сфер. Это были и бизнес-вумен, и юрист, была с Чукотки, да? Вот, дизайнер костюмов. И совершенно разнообразные сферы применения себе женщины находят в Арктике. И это замечательно. Конечно, жюри реагировало больше на ярких девушек, да? Артисток. В основном артистки, я так понимаю, вошли, да, у нас в 8-ку. Но Мила мне лично обещала, что она в фильме снимет всех, да, чтобы было представлено как можно большее количество женщин, которые приносят пользу на разных поприщах. Да? Потому что мы умеем не только петь и танцевать, и быть красивыми, да, но умеем заниматься совершенно разными сферами. И сейчас я хочу подключить членов жюри, которые в настоящее время находятся в разных концах света, но их объединил наш конкурс. У нас в эфире финские партнеры, кинопродюсер Марья Риттола, который в дальнейшем может стать кинопродюсером документального фильма с героинями нашего проекта. Пожалуйста, Марья Риттола. Марья. Hello, nice to meet you. Добрый день, я очень рада вас всех видеть. Me to say. So thank you for inviting me to this competition and to be part of voting for this extremely wonderful women. Да, большое спасибо за приглашение поучаствовать в качестве члена жюри и отдать свой голос за этих прекрасных женщин.
what else you want me to tell, because I don't have got any information. Да, и вот я даже сейчас немножко растерялась, не знаю, что сказать еще. Может быть, какие-то есть вопросы? Каковы ваши впечатления о конкурсе, о наших участницах из разных краев страны? Yeah, so just please tell us about your impressions about the participants of the contests coming from different parts of the country. What are your impressions? Okay, thank you. So all women are very special, and they have so many different talents. It was really hard to choose, and yeah. Да, все девушки вот очень замечательные и талантливые, и было очень трудно выбрать кого-то, кто лучший. So I want to thank all participants and wish very good luck with everything. So thank you. И хотелось бы всех поблагодарить и пожелать всем удачи. Спасибо, Мэрия. Thank you very much. Проводятся ли у вас такие конкурсы, и как в вашей стране женщины проявляют себя, в каких сферах? What about Finland? Are similar contests held in your country? And like what like women do? Like how do they interpret these roles, like different roles? No, I haven't heard about this kind of competition in Finland, and but I think it's because the area is very large, so this is probably the best way to get people known from different parts of the country. Да, нет, в Финляндии я о подобных конкурсах не слышала, и, может быть, у нас просто нет такой большой территории, как в России, и поэтому вот таких мероприятий не проводится, которые бы собирали участников с разных концов большой страны. Спасибо большое, Мэрия. Thank you a lot, Мэрия. Thank you. Сейчас между нашими двумя площадками более 6000 километров и 6 часов разницы во времени. И мы приглашаем выступить партнера проекта турфирму «Тураснова». В наше непростое время пандемии они развивают внутренний туризм. Слово Туяре Манаковой. Ну, я хочу поприветствовать всех участниц, членов жюри. И я очень рада сегодня видеть своих земляков. Я тоже сама с Якутии. И тоже принимала участие в конкурсе. Но мне сразу, так сказать, чтобы неповадно было участвовать, со своими, так сказать, рекламными роликами, значит, сразу сказали, что это не бизнес-проект, и пригласили меня организаторы стать партнером, да, и выставить, так сказать, ну, спонсором, да, партнером и спонсором. Да, я действительно являюсь тоже женщиной, так сказать, Арктики, у которой есть талант не петь и плясать, а талант вести бизнес. Ведем мы бизнес по многим городам. На сегодня у нас 7 офисов по России, 12 представительств по России, да, и я все время нахожусь в таком передвижении по разным городам. Вот. И этот проект вот, на самом деле мне вызвал интерес тем, что он не только затрагивает проблемы наших женщин, вообще жителей северных вот этих городов, Арктики и так далее, но он еще показывает другим женщинам, которые живут у себя, никуда не выезжая, не путешествуя о том, что есть возможности. Возможности огромные. Этот мир, он открыт. Я всегда говорю, путешествуйте, мир создан для вас. И вот этот вот проект «Женский голос Арктики», он стал таким, наверное, он станет таким популярным, потому что он покажет глубины жизни другим нациям, да,
ну и покажет нашим женщинам, что есть возможности. Спасибо большое организаторам, продюсеру Миле, да, мы желаем, чтобы у вас этот проект завоевал мир. Нас надо показывать. Вас приветствует компания Туроснова. Сколько стран вы посетили? Давайте вместе облетим планету. У нас вы найдете самые дешевые авиа и ЖД-билеты, субсидированные билеты, горящие туры, отели, хостелы. Работаем круглосуточно. У нас 7 офисов и 15 представительств по всей России. Подпишись и будь в курсе самых актуальных новостей из мира путешествий. И мы представляем следующего партнера, Лера Микульская, которая дает скидку на авторские туры всем полуфиналистам конкурса. И она представляет книгу предков. Здравствуйте, меня зовут Валерия, да. Я руководитель проекта «Книга предков». Это сообщество этнографов, ученых, фотографов, людей, которые живут в разных регионах. И они представляют свою культуру, свои традиции. И наш проект показывает эти традиции через личный опыт. Поэтому я очень рада быть партнером данного конкурса. И это действительно уникальная площадка, на которой каждая девушка, каждая участница в своих ладошках показала, сохранила традицию своей семьи, своего рода, своего региона, и это бесценно. Поэтому с большим удовольствием наш проект дарит 5% скидку на любое путешествие в традицию. Спасибо. Туяра Монакова хочет озвучить, какой же подарок получат наши финалистки. Я забыла сказать самое главное. Во-первых, мне было очень радостно, да, что одна из участниц, это Еско, она в рамках нашего сотрудничества проживала в нашем хостеле. Я очень за нее переживала. Вот. Ну и от нашего агентства Туроснова мы хотим подарить вот такой вот подарочный сертификат на тур в Санкт-Петербург с пребыванием 7 дней 6 ночей, с авиаперелетом. Не просто так мы вас к себе зовем. Мы полностью организуем ваш авиаперелет. Вы будете проживать, и вместе с нашими гидами мы вам покажем полностью всю красоту Санкт-Петербурга. Вот. Ну и ждем в гости. Использовать этот подарочный сертификат можно в течение следующего года. Там уже договоримся с победительницей дальше. Я думаю, что будем вести съемки. Как она здесь, какие впечатления получит. Спасибо большое. Я мечтала принять участие в этом конкурсе, но мы 3 раза подавали с Милой этот проект на конкурс. И пока, когда мы получили, я уже по возрасту не прохожу, к сожалению. Я бы очень хотела, получить такие ценные призы. А теперь мы даем слово Марии Юркиной, руководителю компании «Восток-Запад», которые также подготовили подарки для наших участниц. Добрый день. Меня зовут Леонтьев Илья Борисович, я коммерческий директор альянса компании «Восток-Запад». Мария, к сожалению, извиняется, она не смогла принять участие в сегодняшней конференции в связи со здоровьем, там немножко ее подкачало здоровье. Но, тем не менее, я присоединяюсь к вышесказанным словам, поздравлениям. «Женский голос Арктики» – это прекрасный конкурс. В наше непростое время это очень важно, когда женщин, в том числе из труднодоступных регионов, выделяют в особую группу, отмечая их силу, настойчивость, стойкость к преодолению различных трудностей жизненных и так далее и тому подобного. Наш альянс занимается не только туристическим направлением. В нашу группу входят также фирмы, занимающиеся производством техники. Вот у нас сегодня полевые испытания, вокруг меня прекрасная заснеженная территория, на которой мы в очередной раз испытываем наш вездеход перед передачей заказчику. То есть эта техника как раз создана для тех регионов, откуда наши прекрасные конкурсантки. Мне очень приятно говорить от лица нашей фирмы, и еще раз повторюсь, что я присоединяюсь к вышесказанным словам и хочу от себя добавить, чтобы этот конкурс расширялся, популяризировался и был
наравне с ведущими конкурсами, которые существуют в нашей стране. Спасибо большое. Компания «Восток-Запад», объявите, пожалуйста, Да-да-да. какой же приз? Мы заинтригованы. Призом, значит, для наших конкурсанток будет сертификаты на тест-драйв вот на этом вот вездеходе, либо, соответственно, на проведение вездеходных экскурсий на этой же машине по различной тематике. Это и война 40-го года, да, с Финляндией, зимняя так называемая война, и Великая Отечественная война, это опять же военная тематика, а также некоторые экскурсионные маршруты, которые затрагивают как Карельский перешеек, так и саму Карелию. Будем рады, если наши замечательные конкурсантки к нам присоединятся. Спасибо большое. Это очень оригинальный, конечно, приз. И в Арктике не обходится ни одно путешествие без вездехода. Вот, только там они немного, да, устаревшие модели, а на таком мы еще не катались, да, Мила? Покатаемся. Далее мы даем слово нашему информационному спонсору, изданию «Газ, нефть, водород» для лидеров развития Арктики, который также готовы отметить победительницу нашего конкурса и главный редактор издания Вячеслав Калинин с нами на связи. Уважаемые друзья, «Голос Арктики» — это очень интересное мероприятие, я следил по трансляции за ним, поэтому еще раз хотелось бы все-таки сказать от имени журнала «Газ, нефть, водород» мы поздравляем победительниц и участниц конкурса. Мы очень с большим вниманием следили за всей его перипетиями. Ну и, соответственно, информационно поддержим этот конкурс своими публикациями. Мы расскажем о победительницах этого мероприятия, этого конкурса. Ну и, соответственно, расскажем о самом конкурсе. Было очень интересно, было очень ярко. Ну и надеемся на его дальнейшее развитие и на нашу помощь в этом вопросе. «Газ, нефть, водород». Наш журнал. Да, я хочу отметить, что наш проект получил большой резонанс, и когда Мила представляла проект «Женский голос Арктики» на форуме «Арктика. Настоящее будущее», вот, сами спонсоры ее искали, подходили к ней, и в частности «Газ, нефть и водород» тоже сам нашел нас. Я могу сказать, какой будет приз. Это будет полоса в издании о нашей победительнице и о нашем проекте. Ну и, наверное, сейчас мы подходим к нашему решающему событию. Мы все готовы. Я передаю слово президенту нашему жюри, председателю Андрею Головневу для объявления результатов. Кто же все-таки победил? Ну что ж, мне остается подвести итог. Это торжественная, самая важная часть нашего конкурса. И я не буду интриговать. И так мы заждались этих результатов. Поэтому мне ничего не остается, как назвать красивые имена красивых победительниц. Что ж, принято начинать с последнего из 3 мест, да? Давайте так, в разгон, как это принято на кинофестивалях. Итак, 3 место в нашем конкурсе заняла Яско Яндо. Наши общие поздравления, думаю, аплодисменты звучат
по всему мосту евразийскому, арктическому от Санкт-Петербурга, или нет, от Финляндии до Чукотки, вот так, шире. Второе место – Надежда Варламова. Это уже серебро, это уже совсем очень высокое место. И, наконец, победительницей конкурса жюри определила Констанцию Петрову. Наши поздравления всем участницам. И у нас, у меня, пользуясь случаем, в кустах рояль, вот рядом со мной мой друг и заместитель по науке Владимир Давыдов. Мы от Кунсткамеры, мы, знаете, традиционные во всех отношениях, и в этническом, и в гендерном, и в подарочном. Вот тут в основном дарят сертификаты, а мы натуралы. Мы принесли подарки буквально, вот те, которые можно потрогать руками. И дарим нашим участницам из Санкт-Петербурга календари. Календари Петровского года. Пожалуйста, вам, милые девушки. Почему девушкам удобно будет с календарями Петра? Петр очень маскулинный персонаж. Отец Отечества, отец нации, конечно. Вот в таком союзе дамам комфортно. И у нас есть еще один подарок особого свойства. Этот подарок адресуется Александре Матвеевой, поскольку она лидер так называемого народного голосования. Не жюри, а такое общее голосование. У нас есть магический дар. Это зонт и платок, на которых изображены вращающийся магический круг оленей. Я сейчас, подержите, Ольга, микрофон, потому что кроме голоса у меня есть еще образ. Так, внимание, вращение. Кто? Это вы? Я вас узнал. Вы теперь будете вот с таким же зонтом, смотрите. Я думаю, что когда вы приедете в Петербург, он вам особенно понадобится, но и в Якутии иногда льют дожди. Наши поздравления. Спасибо большое. Я еще хочу сказать, что наши музеи также приготовили подарки всем нашим конкурсанткам, по крайней мере, питерские. Дальше мы отдадим наш микрофон Якутии, и этнографический музей, и Кунсткамера ждут наших конкурсанток к себе в гости. Конечно. Есть особый сертификат. А я еще хочу сейчас передать партнеру Аграфинину Тёме Артемию. Это наш Ленфильм, который очень нас поддержал в нашей теме и дальше будет поддерживать, когда мы будем снимать кино. Я очень надеялся, что я просто тихонечко отсижусь и буду радоваться за участников и победителей конкурса. Естественно, киностудия «Ленфильм» поддерживала «Женский голос Арктики» с самого начала, и всех победительниц и финалисток мы будем ждать у себя на экскурсии. Ну и также хочется сказать, что желаем всем победы. Желаем всем помнить, что главное все-таки это участие в конкурсе. И большое спасибо за организацию такого замечательного конкурса от киностудии «Ленфильм», говорю, оргкомитету. Спасибо огромное. У нас на связи Янау, который хочет поздравить свою победительницу. Давайте его послушаем. Очень приятно, знаете, сейчас опять окунуться в ту историю, которая прошла недавно тут на Арктическом форуме, да, конечно, небольшой осадок остался, то, что на площадке женщины не было совсем не сказано о наших именно северных женщинах.
Это вот чисто для меня больно. И потому единственное, наверное, Мила, ваше выступление украсило и сказала, что все-таки в Арктике живут коренные малочисленные народы Севера. А от Ямала, от нашей организации я хотел бы поздравить всех конкурсантов, которые даже не прошли. Вы поймите, что вы этим просто сделали шаг для того, чтобы сказать, что мы есть. Мы, как мужчины, преклоняемся перед вами, женщинами, и в свою очередь очень хотели бы, мы рады, очень рады, что у нас Яска попала в тройку и заняла хоть и 3-е место, но она молодец, и этим она показала, что на Ямале есть наши неночки, и не только ненки, ханты, селькупки и так далее, что у нас есть женщины, которые чтят традиции, которые готовы всегда пойти и сказать свое слово в защиту наших женщин. Яско, я хотел бы передать сейчас большой привет от нашего президента Яунгада Эдуарда Хабычевича. В феврале жди в Тазовске, он приедет к тебе с небольшим сувениром. Я сейчас не буду говорить, что это, чтобы, может быть, не обидеть тех, которые путевки приложили или еще что-то. Вот, потому что Ямал всегда впереди планеты всей. Так уж, Яско, большое спасибо, а вам, организаторам, участникам, членам жюри, председателю жюри, большое спасибо вот именно за голос, потому что этот голос должен звучать, и я бы очень хотел, чтобы этот проект не ушел куда-то. В свою очередь, как первый вице-президент, посовещавшись с правлением, мы готовы тоже включиться, чем можем, потому это наша земля, это наша Арктика, это наши люди, и дай бог нам тепла, хоть и живем мы на севере. Спасибо большое. Аско, молодец! Извиняюсь, что так эмоционально. Сергей, спасибо большое. И последний микрофон хочу передать неожиданным нашим гостям, которые скромно сидели в зрительном зале, но на самом деле именно они очень мощно поддержали народное голосование. А это был Морской колледж. Уважаемые друзья, я обратил внимание, что многие конкурсантки признались, что узнали о конкурсе случайно. Но, наверное, случайность все-таки самая неслучайная вещь на свете. Морской технический колледж имени адмирала Синявина активно развивает арктические компетенции. И во время участия в недавно состоявшемся арктическом форуме мы обрели новых друзей, узнали об этом замечательном конкурсе, замечательном медиапроекте. И, конечно, курсанты-синявинцы не могли не подключиться к голосованию, не могли не проявить самый искренний интерес к конкурсу. И сегодня можно констатировать, что курсантов Морского технического колледжа теперь Северный морской путь и вообще арктический регион манит еще больше, и женский голос Арктики зовет наших курсантов. Больше того, он их еще и воспитывает и прививает любовь, уважение к традиционным культурам народов Арктики, прививает бережное отношение к самобытности наших народов, самобытной культуре наших народов и бережное отношение к природе, к арктическому, в частности, региону. Спасибо вам за это большое и наши поздравления. Спасибо большое. Мы завершаем нашу питерскую часть. Сейчас микрофон уйдет в Якутию. И перед этим я бы хотела поприветствовать мою съемочную группу. А я знаю, что в зале была и героиня моих фильмов Елена Васильева, и Ева Кузьменко, которая стала хореографом нашего нового проекта, и, конечно, Валентину Романову, которая будет исполнять саундтрек для нашего фильма. Спасибо. Мы передаем микрофон Якутии. Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Приз «Лучшая женская роль» за фильм «Пугало» на фестивале «Кинотавр» 2020 года. Приз «Лучшая главная женская роль» за фильм «Пугало» Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» по итогам 2020 года. Пожалуйста. Здравствуйте. Всех поздравляю. Я очень благодарна, что пригласили сегодня. Вот. Я посмотрела участниц, какие работы огромные делали.
Я чисто случайно попала. Я с Милой познакомилась в городе Псков, в фестивале Потапов Фест. И она подошла, и я даже засмущалась, потому что из нее выходила такая сильная энергетика. И действительно подумала, что проект будет отличный. И вот именно культуру будет просвещать. Я очень благодарна, что этот проект родился. Я поздравляю участниц, поздравляю победительниц, и мы будем колдовать саундтрек. Спасибо. Сейчас слово предоставляется будущему хореографу нашего проекта Еве Кузьменко, отличнику культуры Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Питер. Очень рада всех вас видеть. В первую очередь я, конечно, хочу также всех поздравить с этим замечательным днем, с финалом. Действительно, участницы все очень талантливые, очень хорошие. Я со многими уже давно знакома, так же, как и с Милой. Мы познакомились года 2 или 3 даже тому назад. Вот. И, конечно, я бы хотела сказать большую благодарность то, что взяли меня в этот проект, доверились мне. И я очень надеюсь, что наша работа будет плодотворной, будем стараться. Вот. И, конечно, от своего театра я хочу всем финалисткам конкурса «Женский голос Арктики» вручить сертификат на посещение нашего театра. Да. Приходите к нам в театр, мы будем очень рады видеть вас всех. Спасибо. Итак, подводим итоги. Пора оглашать уже призы, которые предоставили наши спонсоры. Итак, из Якутска в Санкт-Петербург 6-дневный тур едет Петрова Констанция. Ура! По слухам, тур на 200 тысяч. Сертификат бренда «Хотой» Ольге Неустроевой вручается Варламовой Надежде. И от меня, от Фонда культуры, приз «Колье в якутском национальном стиле» от ювелирной фирмы «Харысхал» полетит в Ямало-Ненецкий округ. Янда Яско. Кстати, я на днях завтра вылетаю в Москву, и там потом далее в Санкт-Петербург. И, возможно, с собой увезу приз, и как-то там ближе, возможно, будет отдать. Приз от имени Музея музыки и фольклора народов Якутии вручит директор музея Мария Корнилова Матвеевой Александре. Она у нас заняла приз зрительских симпатий. И Альбина Дегтярева предоставляет в качестве приза билет на ее концерт. Я хочу предоставить вот этот билет тоже Констанции. Ура! Все финалистки конкурса приглашаются в музей Кунсткамера, этнографический музей, музей музыки и фольклора народов Якутии, исторический парк «Моя история» и театр коренных и малочисленных народов Севера. И в завершение нашего медиамоста наши участницы сделать джем сейшн прямо здесь и сейчас. Приветствуем участниц. Выступают Надежда Варламова, Нарияна Ренанта и Туяра Жиркова. Игра на нашем национальном инструменте хамус.
Просим наших участниц остаться на сцене. Констанция, пожалуйста, вас тоже приглашаем сюда. Для вручения памятных сувенирных изделий и для вручения наградных документов на сцену приглашается Владислав Валерьевич, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Диплом первой степени вручается победительнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики» Петровой Констанции Константиновне. Спасибо. Диплом второй степени вручается победительнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики» Варламовой Надежде Николаевне. Диплом третьей степени вручается победительнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики» Яндо Еско Амчувие. И сертификат об участии выдается Ренанте Нарыяне, участнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики». Сертификат выдается Жирковой Туяре Анатольевне. Такой же сертификат выдается Неустроевой Ольге, участнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики». И далее нашему партнеру проекта. Всех участников «Медиамоста» приглашаем на общее фотографирование. Мы также сейчас организовываем общее фотографирование и хотим дать слово Нине Кочелявой, члену жюри. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень сложно вписываться уже в конец церемонии, тем не менее я очень признательна за такую возможность принять участие в проекте «Женский голос Арктики» как член жюри, потому что эта возможность открыла нам невероятное путешествие в мир традиционной арктической культуры и традиционно с таким очень сильным ее женским измерением. Я хочу поздравить команду проекта «Женский голос Арктики» и поздравить всех победительниц. Спасибо. В завершении «Медиамоста» мы бы еще раз хотели поблагодарить всех участников «Медиамоста», участниц нашего конкурса, членов жюри. И от себя лично я хочу поблагодарить коллектив Музея музыки и фольклора, которые, как сказать, с нашей стороны, они взяли полную оборону, самую основную и главную оборону и самый основной фронт работы. Спасибо, девочки. И этот проект меня познакомил с такими интересными людьми, которые сегодня здесь присутствуют, и я очень рада, что дальше буду работать с ними. Спасибо большое, Санкт-Петербург. Коллеги, может быть, соберемся все возле экранов и сделаем действительно общее фото с участниками телемоста. Просим включить режим конференции на Zoom, с тем, чтобы смогли увидеть лица всех. Попробуем? Мы как-то делали уже такое с Милой. Ура!